Здравствуйте, дорогие друзья! Почему работать с банками нужно начинать как можно раньше? Получение кредита в банке – это тест на зрелость, причем зрелость не только вашего предприятия, но и лично вас как предпринимателя. Для ваших партнеров и поставщиков это важный сигнал о хорошей оценке вашей репутации. Если вы никогда не брали банковские кредиты, воспользуйтесь советом. Начинайте с малого и как можно раньше. Успешная история ваших взаимоотношений с банком может начаться задолго до получения первого кредита. Открыв счет в понравившемся вам банке, вы получаете возможность показать банку всю историю ваших платежей. В течение определенного времени банк сможет накопить статистику поступлений на ваш счет, увидеть их динамику, понять источники, оценить сезонность, сделать косвенные выводы о размере и перспективе вашего бизнеса. Через некоторое время вы сможете попробовать получить ваш первый настоящий кредит. Пусть первый кредит будет совсем небольшим, но вы сможете получить ценный практический опыт, пройдя весь кредитный процесс от А до Я. Для чего нужен банковский кредит? Банковский кредит имеет следующие характеристики условия: возвратность, срочность, платность, целевое использование. Одно из главных условий банковского финансирования – платность кредитных ресурсов. Вознаграждение по кредитам – основная статья доходов банка. Банки хотят кредитовать хотя бы потому, что это их бизнес. Но почему кредит настолько необходим, что люди выстраиваются в очереди у банка? Почему кредит настолько ценен, что они готовы платить за пользование кредитом немалые деньги в виде процентов? Кредит на бизнес-цели – это кредит на развитие вашего бизнеса. Покупка нового оборудования, помещений, сырья для производства, товаров для перепродажи – все это составляющие вашего бизнеса, и они могут быть профинансированы за счет кредитов. Для понимания экономической сути кредита в первом приближении достаточно рассмотреть простую концепцию кредитного плеча. Предположим, что ваш бизнес потребовал вложений ваших собственных денег в сумме 100 тенге, и это позволяет вам заработать 50 тенге. Можно предположить, что вложив в предприятие дополнительно 100 тенге кредитных средств, вы получите дополнительный доход в 50 тенге. Заплатив часть этого дополнительного дохода банку в виде процентов, вы получаете существенно большую отдачу, уже не 50, а 80 тенге против вложенных 100 тенге ваших денег. Основной бизнес банка – кредитование, а главный источник дохода – процентная маржа. Банки привлекают временно свободные деньги населения и предприятий под определенный процент. Ставка процента зависит от многих факторов, основным из которых является срок. По истечении установленного договором срока банк обязан возвратить деньги их владельцу. За счет привлеченных средств банки кредитуют своих заемщиков. Привлечение кредита позволяет увеличить доходность вашего капитала. Создается иллюзия, что ее можно сделать сколь угодно высокой, постоянно увеличивая объем привлекаемых кредитов. Однако на самом деле это не так. Во-первых, в общем случае рост объема вложений не приводит к пропорциональному росту доходов. Доход на каждые дополнительные 100 тенге вложений будет снижаться. Во-вторых, рост кредитного плеча увеличивает риски бизнеса, и по достижении определенного его уровня банк просто прекратит дальнейшее кредитование вашего предприятия. И, наконец, независимо от желания банка кредитовать или не кредитовать ваше предприятие, у вас тоже должен работать своего рода стоп-кран. Получив кредит, вы рискуете уже не только своими деньгами и репутацией, но и чужими деньгами, которые так или иначе вам придется возвращать. Всегда помните, нет ничего хуже, чем потерять чужие деньги. Поэтому работу с банками начинайте как можно раньше и с небольших по сумме кредитов. Как правильно выбрать банк? Сначала о самой неправильной тактике поиска банка, каковой является обзвон на предмет поиска минимальной процентной ставки и максимальной оценки залога. Подумайте, процентная ставка, срок и стоимость залога занимает всего 3 пункта в договоре. Однако даже самый простой кредитный договор содержит несколько страниц. И на этих страницах могут быть более важные и даже решающие для вас условия. Во-первых, условия кредитования нельзя обсуждать по телефону. Как правило, банки никогда не озвучивают какие бы то ни было условия, не увидев заемщика и не поняв его бизнес. В лучшем случае по телефону вы получите формальные рамочные условия, которые с таким же успехом можно увидеть на сайте банка.
С банкирами надо встречаться лично. В Казахстане работает всего 38 банков. Не поленитесь потратить время и начать переговоры с как можно большим их числом. Наверняка уже по результатам первых встреч вы сможете сузить круг до 3-4 банков, с которыми почувствуете комфорт. Этого вполне достаточно. Во-вторых, будьте готовы к тому, что на первых встречах банк может не озвучить конкретные условия финансирования. Это связано прежде всего с тем, что их выработка требует времени и зависит от результатов анализа вашего бизнеса, который будет проводить банк. При этом банк будет изучать не только вашу экономику и финансы, он будет оценивать состояние рынка, вашу репутацию, отношения с контрагентами и даже ваш характер. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше говорить правду. Ничто так не подкупает банк, как открытость клиента. Никогда нельзя недооценивать банковских работников. Они достаточно продвинутые люди и хорошо разбираются не только в финансах и экономике. Банкиры знают все рынки и индустрии, всех значимых игроков, многих из них лично, неплохо разбираются в технологиях, либо имеют возможность привлечь хороших экспертов. В-третьих, навстречу желательно идти с уже подготовленными документами. В Казахстане существуют обязательные требования к составу документов, которые банки обязаны получить от заемщиков и помещать в кредитное досье. Кроме того, у каждого банка могут быть свои дополнительные требования к оформлению документации. Однако в целом список требуемых документов достаточно стандартный. Он включает в себя документы, которые у вас всегда имеются в наличии. Например, учредительные документы, финансовая отчетность, либо которые несложно получить, например, справка налогового комитета об отсутствии задолженности, справка банков об отсутствии задолженности по займам, о размере оборотов по счетам. В-четвертых, попросите, чтобы вам показали типовой кредитный договор банка. Возьмите его с собой, внимательно прочитайте. Отметьте непонятные вам условия, незнакомые термины. Попросите посмотреть договор юриста или человека, имеющего опыт работы с банками. Задайте ему имеющиеся вопросы. Позвоните в кредитный отдел банка, задайте эти же вопросы банковским специалистам. Как дорогой кредит может быть выгодным? Процентная ставка не единственный показатель, определяющий экономическую стоимость кредита. Важную роль играют такие условия, как валюта и срок кредита. Как правило, чем короче срок кредита, тем он дешевле. Однако за эту дешевизну вам придется расплачиваться высоким риском неопределенности. По возможности старайтесь брать кредит в той валюте, в которой вы ведете расчеты с контрагентами, чтобы не принимать на себя валютные риски. Другие важные ценовые условия кредитного договора – разного рода комиссии. Отнеситесь к ним серьезно, так как они могут существенно увеличить итоговую стоимость кредита. При обсуждении условий попросите перечислить все без исключения комиссии, которые вы будете уплачивать, их размер и порядок уплаты. Особое внимание обратите на комиссии за организацию финансирования, за открытие ведения счетов, за неиспользованный лимит кредитной линии, за досрочное погашение. Дополнительной финансовой нагрузкой на ваш бизнес может стать требование банка о проведении юридической экспертизы, оценки стоимости, страхования залога только в конкретных компаниях, указанных банком. Как правило, предлагаемый банком перечень из одной-двух неизвестных компаний служит сигналом, что речь идет о нерыночных компаниях, связанных или де-факто учрежденных самим банком. Обратите внимание на ваши нефинансовые обязательства, предусмотренные кредитным договором, и на права банка по требованию досрочного возврата кредита или продажи залога. Как правило, эти условия стандартны, и банки редко идут на их изменения. Тем не менее, они очень важны. Как правило, банк настаивает на соблюдении вами так называемых конвенций.